Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Встреча, знакомство, чего вам не избежать, какой встречи не избежать и какого знакомства. Будем смотреть на ближайшее будущее, на 3 недели. Загадайте, пожалуйста, на себя, мысленно либо вслух, так и спросите, какой встречи, какого знакомства мне не избежать в ближайшем будущем. И пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, как интересно показали. Мертвое дерево живет. Засохшее дерево. Не знаю, как вам удобно, так и называйте. Вот оно, видите? Дерево, которое прям такое, знаете, засохшее было, как полностью погибло. На нем, смотрите, листочки пошли. Еще и цветочек вырос. Красота. Просто красота. Встреча с прошлым. Вам не избежать встречи с вашим прошлым. Мужчина, на которого вы смотрели как на какого-то, не знаю, небожителя. Он был иконой, он был красавчик, он был мечтой всех девушек, да, вашего там вуза, двора, да. Вот мне идет, что давно это было, прям много лет прошло, не месяцев, лет, а у кого-то и десятилетий. Прям смотрели на него, может быть, вы были в него влюблены, может быть, вам очень хотелось, чтобы этот мужчина на вас обратил внимание. Может быть, даже между вами что-то и было, но вот как, знаете, никуда не пошло. Может, там пришлось резко расстаться, разойтись, может, еще что-то произошло. Как мечты не сбылись. Вот, были мечты, у вас были мечты по поводу этого мужчины, но они не сбылись. А мужчина был очень красивый, прям такой, знаете, желанный мужчина, красавчик мне идет. Мечты. Почему-то мне еще идет, что вы из-за него очень много грустили, плакали, постоянно его вспоминали, вот долго не отпускали из своей памяти. Но по прошествии времени понятно, что все как бы оно подтирается, забывается. Вот кого-кого, а этого человека вы не рассчитываете не встретить, не увидеть. Возможно, вы уже давно ничего о нем не слышали, вообще о нем ничего не знали. Может, какие-то там еще в прошлом были моменты, что вам говорили, что он там куда-то уехал, переехал, женился, развелся, да. Но вот так, чтобы его видеть, вы не видели. Мужчина как мечта. Как мечта. Именно с ним у вас идет встреча. Встреча, да. Когда-то вы просто вот молили небеса, мечтали об этой встрече, но встреча не произошла. А вот произойдет именно в вашем ближайшем будущем. Знаете, эта встреча перевернет ваше сознание. Почему? Сейчас объясню. Мужчина, вот этот мужчина, он ведь тоже вас помнит, он тоже вас не забыл. У кого-то даже отыграется, что мужчина очень долго вас искал. Действительно искал. Искал по знакомым, по друзьям, по родственникам, да. Прям провел очень такую щепетильную, очень кропотливую работу, да, для того, чтобы вас найти. Это у кого-то отыграется. У кого-то отыграется, что мужчина в прошлом, тоже очень долго не мог вас забыть, долго вас вспоминал. И вы как мечта друг друга были, да, он мечтал о вас, вы мечтали о нем, но вот не случилось, не срослось. Мужчина мне идет с перевернутой четверкой, но она как перевернута? Она вывернута на другую сторону. Так могут показать разведенного человека и так могут показать вдовца. Вот. Мужчина идет со своей правдой. Здесь у мужчины такая правда, знаете, она и шокирующая, и горькая, и достаточно
такая, знаете, ну, непростая, да, там очень много сложных моментов, которые там нужно будет принять, понять, осознать. Вам будет его жалко, вам, ну, вот прям захочется оплакать его судьбу, вот как все плохо у него там произошло, либо как он там сильно страдал, когда он там разводился, либо овдовел. Знаете, много будет вам рассказывать. Я вижу, что вы с ним то ли где-то в интернете такие пересечетесь, да, и он вас искал, он такой: я наконец-то тебя нашел, пожалуйста, давай встретимся, я хочу тебя увидеть, мне есть что тебе сказать. А у кого-то отыграется, что мужчина буквально появится там, где вы живете, либо там, где вы работаете. Тоже, возможно, он вас именно таким образом найдет. Вот, у вас прям с ним будут прям долгие разговоры, ну, там, в интернете долгие разговоры по телефону, либо лично где-то будете там сидеть, там, не знаю, парк, кафе, ресторан, у кого как пойдет. И будете очень много говорить о вашем прошлом, о том, как у вас жизнь сложилась, как у него жизнь сложилась. Мужчина, конечно, изменился, но глаза у него, как прежде, остались. Вот вы вдвоем общаетесь, и вы прям чувствуете, что вы возвращаетесь в то время, когда вы были молоды, беззаботны, да, либо когда у вас в жизни все только лишь начиналось. Прям, знаете, как помолодеете на глазах и друг друга, и в своих глазах помолодеете. Очень много сентиментальности я между вами вижу, очень много. То, что скажет вам этот мужчина, перевернет ваш мир. Очень многое, ну, станет понятным, да, станет понятно, почему там он не обращал на вас внимания, станет понятно, почему там жизнь так сложилась, там развели вас в разные стороны. Вы какие-то комплексы имеете по поводу этого мужчины, да? Но вот когда вы поговорите, эти все комплексы, они навсегда уйдут, как будто бы они рассосутся. Здесь вот ключевое — это ностальгия, и ключевое — это молодость, и вот порадуете друг друга, да, то, что встреча произошла. Мужчина, конечно, прям на вас глаз горит, что тут скажешь. Он, конечно, уже не такой молодой и борзый. Скорее всего, у него уже там животик, он немножко такой, знаете, разленился, разъелся. Но вот глаза прежние остались, и улыбка прежняя осталась. Конечно, и лексикон поменялся, и более такой он стал, знаете, ну, взрослый человек, да, он уже как бы состоялся, многое пережил, многое повидал, руку набил, опыт появился, ну, понятно, да. Ну, и вы же тоже уже изменились, причем изменились, кстати, вы изменились только лишь в лучшую сторону, вы как будто бы еще больше расцвели. Вот не важно, сколько вам лет, но вы действительно расцвели. И мужчина будет постоянно вам об этом говорить, он будет постоянно делать вам комплименты, восхищаться, там, держать вас за руку, целовать вашу руку. Там прям, знаете, комплимент на комплименте комплиментом погоняет. Прям удовольствие получите от общения с ним. Ну и будет небольшая усталость, потому что очень много информации будет, да, получено, и это все нужно обдумать, как профильтровать, тасовать, да, распределить в голове, что важно, что не важно, да, вот какие-то такие моменты. Что еще? У мужчины будет сразу предложение, да, поддерживать связь, контакт, там, общаться, встречаться. Ну, вы поймете, что он, ну, прям хочет отношений с вами. Но тут другой момент. Хотите ли вы этих отношений? Вы хотели отношений с тем молодым мужчиной когда-то давно, там, несколько лет назад, либо несколько десятилетий назад. Но сейчас вы тоже ведь изменились. Теперь вы уже, ну, возможно, другого хотите. Ну, либо ту мечту вы отпустили, а этот мужчина, он хоть и знакомый, но немножко не тот, да? Вот какие-то такие у вас мысли, вы себя на этом поймаете и скажете: да, все-таки я повзрослела, да, с того момента, люди меняются. Но, тем не менее, будет очень и очень приятно. А он прям так серьезно, да, нацелен на вас, настроен на вас, он этого и особо не скрывает. Может быть, он вам там признается, что он действительно вас там очень долго искал, и что как только он овдовел, либо развелся, вот первая мысль это было найти вас, там, с вами поговорить, там, вам объяснить, там, что-то еще сделать. Да, такие разговоры могут быть. Вот. Ну и приятно, и как-то, знаете, немножко сентиментально мне идет. Но встреча у вас точно будет, и мужчина будет очень стараться произвести на вас должное впечатление. Вот. Ну, как бы вижу, что вы
какие-то прошлые именно переживания, комплексы, да, вот, которые образовались в то время, вы это все отпустите, у вас буква А, у вас новое начало, да, вот все объяснится, все встанет на свои места, все устаканится, и вы вот прям сможете выдохнуть, да. То прошлое вы можете наконец-таки до конца как отпустить, да. Это то, что касается встречи. И еще одна у вас встреча идет, но тут встреча знакомства. Смотрите, какая гордая и красивая птичка у вас тут сидит. Вот, смотрите, прям целый орел, да. Вот он сидит такой красивый. С левой стороны, ну, новый человек, вы еще не знакомы, вам предстоит познакомиться. Познакомитесь вы через кого-то. Это не так, что там вы к мужчине подошли, познакомились, либо мужчина к вам подошел, познакомился. Нет, вас кто-то, вот как третья персона, с друг другом познакомится, ведет, мне даже ведет. Это может быть какое-то общественное мероприятие, это может быть и на работе, это даже может быть, что вы вот знакомое лицо встретите, а он будет в сопровождении этой красивой птички. Вот. Мужчина вам понравится, но вы мужчине понравитесь гораздо больше. Прям глаз у него на вас загорится. И вы прям будете немножко себя некомфортно ощущать. Вам будет казаться, что этот мужчина, он буквально вас там, не знаю, глазами раздевает и ощупывает. Ну, такие вот у вас ощущения, как даже электричество от него будет идти в вашу сторону. Вот. Но мужчина, конечно, очень хорош собой, высокого роста, сразу говорю. Глаза светлые. И мужчина... Вот что-то есть в нем такое вот гордое, орлиное, соколиное, может быть, даже имя, фамилия. А может быть и вот как нос такой, да, посадка головы, вот он прям чувствуется, в нем это скрытая сила. Мужчина, который вам как-то, знаете, быстро будет предлагать общение, причем общение, там, ну, не знаю, чуть ли не интимного характера. На что вы, конечно же, скажете, а не пошел бы ты куда подальше. Но, с другой стороны, его это нисколечки не обескуражит, а наоборот, вы в его глазах сразу вырастете. Он скажет, ну, женщина знает себе цену, какая прям и красивая, и достойная, прям, знаете, восхититься вами. Что интересно, вот этот мужчина вам нравится все-таки больше, либо будоражит вас больше, чем вот этот из вашего прошлого. Хотя в этого прошлого вы были влюблены, а это прям совершенно новый человек, совершенно незнакомый человек. Ну, как говорят, все новое и незнакомое, оно все-таки тянет, да, приманивает. И у кого-то даже отыграется такой небольшой треугольник, когда вы одна и два мужчины, один новый, другой вроде как уже знакомый. И вы такая, ну не знаю, и что мне делать с этим, да, и как мне жить теперь. Ну, будет очень интересно. Вообще у вас, знаете, какие-то необычные дни пойдут. Ну, с этим, конечно, он такой опасный товарищ, он прям, кровь, да, горячая. Ну, а этот вроде как знакомый, ну, такой с брюшком, уже немножечко такой поживший, да, повидавший виды. Но, опять же, да, вы его, в принципе, знаете. У него жизнь более такая спокойная, все уже у него там сделано, решено, куплено, работа, забота, что там имущество, да, то есть он как бы очень прочно на ногах стоит, корни пустил. А этот птица, понимаете, то ли он не местный, то ли он только лишь начинает, крылья расправляет, да, у него как еще все впереди. Кстати, может быть даже, что этот мужчина младше вас по возрасту будет, может быть, не сильно, не критично, но тем не менее. Да, молодой и горячий. Почему-то мне идет про горячую кровь. Может быть, он даже какой-то иностранец, либо человек приехал из другой страны. Ну, такой прям очень интересный. И еще я вижу у вас какую-то встречу, которая как повторяется. То есть вы с этим человеком уже встречались. Может быть, один раз встречались, может быть, там доктор, может быть, какой-то сотрудник, чиновник, может, просто какой-то специалист. А теперь у вас еще одна встреча. Там встреча первая была какая-то, ну, такая, знаете, там результата, может быть, не было, либо это была предварительная встреча. А в этот раз у вас уже прям глаза горят, и вы будете очень довольны итогами этой встречи. Для вас что-то будут делать, вам что-то будут предлагать, ну, как какое-то взаимодействие, да, уже как бы очень эффективно идет. Человек, который очень хорошо к вам относится. Вы на этого человека произвели впечатление.
Я не буду говорить, что вы там понравились как женщина. Нет, вы, скорее всего, понравились как человек. И вот тот, с кем вы будете встречаться, он прям вас не забывал, да, не забывал, думал о вас и думал, что вы замечательная женщина, вы произвели очень благоприятное впечатление, что нужно для вас там по максимуму выложиться, для вас что-то хорошее подготовить. И вы знаете, этот человек действительно вот прям очень хорошо себя и вести будет, и покажет, и результат покажет, и вы будете очень довольны. Вот как повторная встреча мне идет. Еще мне идет, что вы что-то обретете. Обретете после этой встречи. Не могу сказать что, но что-то обретете. Так, и еще у вас будет встреча с женщиной. Это даже может быть и не встреча, может переписка, либо телефонный разговор. Женщина, которая в вас как будто бы камни кидает. А тут она вам будет то ли открыто угрожать, то ли она вам попытается, там, знаете, запугать вас, а вы ее просто сразу вот как будто бы рукой прихлопнете. Я не знаю, что это, может, пошлете, может, обыграете, может быть, как-то ее обезоружите. В общем, для нее эта встреча будет фатальной. И после этой встречи она уже не оправится. То есть она поймет, что она связалась с очень сильным человеком, который не даст себя в обиду. Вот. И лучше ей, конечно, уйти, отступить и вообще к вам не подходить. Как-то вы ее рукой прям, не знаю, как бьете, прихлопывать, как муху, знаете, назойливая муха, и вы ее так шлеп, и все, и мокрое место осталось. Либо муха такая в конвульсиях лежит, лапками дрыгает. В общем, она пожалеет, эта женщина, очень пожалеет. И вообще, знаете, пропадет, мне идет, пропадет, будет вас избегать, поменяет свое мнение, отношение к вам. Я не могу сказать, что она вас полюбит. Нет, скорее всего, она будет вас панически бояться, и как бы это вам на руку сыграет. Вот так вот, мои хорошие. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.